Алейкум, камрады, всем копателям и зрителям канала, приветствую вас. Сегодня вот снова с нашим обывателем, камрадом, выехали мы на коп в лес. Только вот приехали, начали копать и наткнулись на эхо войны сразу. Вот. Эхо войны у нас в виде пули, гильзы с пулей. Вот. Видите? Скорее всего, здесь стояло орудие какое-то противовоздушное, немецкое. Даже не битая гильза. То есть это капсула цельная. Вот. Сейчас какой-то шмайсер достанем, покажем вам, что это и как. Смотри на мину, не наткнись, камрад. Хорошо. Attention sur la route, а? Вот такие дела. Что, продолжаем? Наверное, скорее всего, здесь монеты не будет, но этого добра, видать, здесь будет. Хотя нам и не нужно. Ну так, ради видео, ради разнообразия покажем. Поехали. Короче, у нас сейчас тут дождь был. Закрыл я свой детектор. А камрад не сдается. Ищет, все ищет. Сейчас глянем, что он тут наискал. Что у тебя там? Мусор. Мусор, говорит. Короче, ничего у нас нету. Были у меня, правда. У меня были, да? О, много металла достал. Так что будем отбиваться. Динкер, да? Вот такие дела. Вот мой камрад. Защитился от дождя. Надел бронежилет. Копает себя, ходит довольный такой. Почти целый цинк уже нашел патронов. Вот так. Конечно, вы думаете, по лесу ходить так легко, да? Да не тут-то было. Видали, что тут творится? Мы мы среди этих колючек, короче, цепляемся. Боимся охотников, боимся кабанов, боимся зайцев, да? Вот. Почему боимся? Да потому что они могут выскочить из-под любого куста и напугать. А так как у меня сердечко слабое, вот и предпочитаю бояться. Вот. Камрад, это вам не только мясо. А и что еще? Дикое животное. 3-4 килограмма вкусного мяса. Ты тоже боишься зайчика, как и я? Ага, очень. Заяц, ты могуч, ты гоняешь двух этих, как их? Кто мы? Копателей. Вот, мы вышли. Что скажу, почему мы в этот лес пришли? Расскажу историю. Еще в период при царе Горохе, когда у меня был только Гарет. Вот такой? Да, вот такой. Боевой. Да, катушка тоже вот такая же была. Заходил я в один день прекрасный, солнечный, в этот лес. И нашел я здесь несколько монет. И чует мое сердце, осталось здесь что-то еще. Вот и хочу взять то, что осталось. Если этот не заберет, вон тот. Ну, вот так вот. А так сюда этих ездили. На лошадях охотники. Царьки местные. И они теряли монеты. Находил я серебряные Луис Людовик, по-моему, 16 или 18, 16 скорее всего был. Вот в очень хорошем состоянии.
второй такой же находил, только чуть поменьше был. Вот. Такие дела. Ну, Наполеоны здесь обычно в лесу бывают, они уже убитые. Вот такая почва здесь бывает, и он съедает монет. А вот такие серебро, оно в хорошем состоянии. Все, мы вышли из вот этого вот кошмара. И будем продолжать наш путь далее. Поехали. У нас тут сигнал. 93, 6, 5, ну короче, показывает. Я вот на такой тропинке. Может монета, а может нет. Но смотреть придется. Так что я сейчас выключусь, потому что показывать и копать не получится. Тут корни. Глянем. Что-то похожее есть на монету. Камрады. Вот она. Ла-л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 а. О, мечао. Давай, гармонетью. Так, видали состояние? Не встать, не упасть. Я же знал, что здесь. Короче, не, вы видите состояние какого этой монеты? Она такая чистая. Везет же мне. Везет же мне. Валя. Сфусикуруйся. Сфусикуруйся, муалара. Сфусикуруйся, муал, дизара. Фокус лац муал о камере. Муа? Не муал. Сфусик... Сфу-муа? А вот монеты, ага. Ва! Это что-то. Малях, тропинка забита уже. Нельзя отключать. Вообще отключай, уходи к машине, уходи. Здесь больше ничего нету. Муалдир, сфокусируйся. Сфокусируйся. Муа? Сфокусируйся. Сфокусируйся. Да. Сфокусируйся. Сфокусируйся. Да. Ура! Один хоть знает русский язык. Это что? Хара... Это не Наполеон, нет? Наполеон, я царь до эпоха империи тоже. Раньше состояние. Смотри, какая толстая монета. Да, жирная. Хорошая, жирная, да. Это хорошо, что я им еще показал, что рыть буду. Да? Потинаешь, буковки какие четкие. Давай прочитаем, посмотрим, что это такое. Зачем? Давай, ты умеешь, я хурят, в общем. Конечно, будешь молиться. Вот и я, хотел дизня. Так видно. С этой стороны посмотрим. Давай. Ну-ка. Француз. Республика Француза. Я один там 1000 какой-то год. Не. Год с этой стороны? Да. Тереть не будем? Тереть не будем. Поставим? Поставим как есть. Дома будем. Ну, хорошая монета. Отличная монета, отличная. Все, комрады, продолжаем наш коп. Сфокусируй. Сфокусируйся. 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 От слова фокус, да? Фокусируйся. Сфокусируйся. Поехали. Фокус поймали мы. Так, комрады. У нас вроде снова монетка здесь выпала. Сейчас. Сигнал, говорят, хороший, монетный. Показывать, а я копать. Будем смотреть. Вот. Не вышло. Штучка что-то не было. Тут штучка золотая, да? Штучка золотая. Уже вышла. Это, по-моему, уголь. А может и монета? Почему? Ну, по крайней мере, это не то.
Значит, где-то там. Вот она. Пуля. Пуля. Пуля, она дура. Да. На кабана охотились. Пуляли. Держали. Продолжаем. Да, выключайся. Тут перерывчик после первой монетки. Не у нас, а у меня. Вот запиваем. Не знаю, мне подогнали. Конг, стринг, стронг. Не стронг. Пардон. Вот такие дела. Подставочка. Лоточек. Вуаля. Он где наш комрад копает. Где-то там. Где он? Ну где ты? Ну где же ты? Потеряла я его. Не вижу. Но он там. Где-то. Не факт, что он там. Неважно. Так, что мы с кладом сделали? Клад. Склад. Клад унесли мы в склад. И спрятали. Вопросы были. Вот. Как спрашивали, что, как в таких моментах надо делать. Монета. Опа-на, у него монета. Балаи не может быть. Да-да-да. Дырочка, это франк, наверное. Кому-то везет, видимо. Ну, короче, монета у него. Сейчас будем смотреть тоже. А если вы нашли клад случайно, не зная, что вот там возможно будет клад, то это делится между вами и между хозяином. Вот. Это уже не подсудно. Если вы намеренно, зная, что там возможно есть клад, хозяин вас направил, сказал та-та-та-та-та, Маша, и вы нашли клад, то вас обоих оштрафуют. Во Франции вот такие законы. Это не как в Англии, где ты можешь найти монету и продать ее. Нет, тут с этим серьезно. По сути, есть тут такая организация, вот эти археологи. Они вот не хотят, чтобы мы ходили, копали. Для них это, пусть они гниют в земле, эти монеты, все. Они не хотят, одним словом, чтобы мы их доставали. Типа называют нас мародерами туда-сюда, вы продаете. Мы их не продаем, мы коллекционируем. У меня музей хороший такой будет скоро. Я специально для этого снял новую квартиру, однокомнатную. Вот собираю музей, скоро будет открытие, всех приглашать буду. Банкет устрою. Вот такие дела. Вот. И со временем отправлю свой музей в Грозный. Будет у нас выставка Франко-Чечено Истуар. Вот такие дела. Ну чё, погнали, короче. А на вопросы я буду вам приготавливать, а потом буду отвечать. Покажу вам монетку нашего комрада. У него тоже снова сигнал. А вот то, что он нашел. Это какой-то медяк. Скорее всего, или 5 сантимов, или 10 сантимов. Они вот такие с дырочками бывают. И всегда вот в таком вот состоянии. Плачевном. Вот он ищет. Весь увлекся работой. Вот. Сейчас достанет золотишко, иншаллах. Вот. Тогда мы с ним поедем. Ему вторую жену возьмем. Вот такие дела будут. Вот. Окей, поехали. Ищем далее. Вышли мы из леса. Не нашли мы больше ничего здесь. Едем обратно об гору.
А вот хозяин едет, сейчас у него спросим место сделать. Так, ехала хозяйка, она нам не разрешила. Говорит, у нас кто-то уже делал, мы не хотим, а там очень больших 4 поля было. Фу, рвем когти далее. Почему я хотел здесь, там неподалеку стоял замок большой такой. И это были их свинопасы, видать. Все, поехали. Может, до дома поедем, а может, в этот лес заскочим, вот в тот. Скорее всего, в лес заскочим снова. Окей, друзья. В лес нам зайти не удалось. Какой-то мужик там подкатил, короче, говорит, а что вы тут делаете? Ну, говорит, не получилось у нас. В лес зайти, утки плавают. Ну, вот тут у нас такой участок на берегу мы нашли. Сейчас будем его пробивать, смотреть, что здесь есть. Ada, машин, чуем это, да, он. Машин, чуем это, гю. Да, кололвал. Короче, сейчас посмотрим здесь. Поехали. Фух, пока ходим, пока ничего нет. Убитая, но монета. Точно? Точно. J'arrive. Так, идем к нашему камраду, который тут, говорит, монетку нашел. Ну-ка, дай нам поглядеть. Старая? А, ну да. Не новая. Убаш, убитый яйцо, она нормальная, просто почистить. Не. Или слезла, да? Ну, виднеется тут, рельеф чуть-чуть проявляется. Уарниш, да, дула, брата? Обязательно. Он сучок плывет сам по себе. Вот такие дела. Где он? Плывет туда, куда не знаю я. Ну что, по-моему, вот бывали же эти китайские, что ли, ножи прикручивать. Может, какая-то гайка вот, узорчатая. Не, ерунда какая-то неизвестного типа. Такая ерунда. Ерунда. Поехали. Что мы тут нашли? А мы нашли здесь вот что. 10 сантимов вроде. Да нет. Это не ходячка. Это не ходячка. А, точно, 10 сантимов. Ха-ха, я думал золото. Как обычно падает. А нет. Это 10 сантимов в евро. Ну, какие? Обычная монетка. Обычная. Хорошо, продолжаем. Ехали. 10 сантимами, которые я только что помыл, в карман закинул с этой водичкой. У меня, видимо, еще 10 были. Итого 20 получилось. Вот так. Крышу будем делать дома уже. Друзья, приехали мы домой с копа. Все уже. Сиденье он у меня тут испоганил своими этими находками. Короче, находки показываем. То, что было, то, что я в лесу нашел, это я 30 сантимов на берегу нашел речки. Вот, потом у камрада. У него сегодня больше находок с Гаррит S250 с маленькой оригинальной катушкой. Вот что он тут понабирал. 5 франков 71 года. Видите? Вот. Потом 20 чего-то.
Потом, ну это показывали мы, убитые такие. Гвоздь программы. А вот гвоздь программы Zippo. Гвоздь программы Zippo зажигалка. Видали вы? Как она блестит. Серебро, нет? Наверное. Вот зажигалочка. Это блатные, короче. Продает он за 30 отдашь евро, да? Отдам. За 30 евро отдаст, говорит. Вот такие дела. И покупайте вот такие лампочки для копа. Незаменимая вещь. Увидали? Опа, светит как. Вот, лампочка. Вот если бы не эта лампа, не фонарик этот, сегодня ночью я не мог бы копать. А так мы уставшие приехали. И рацию мне испоганил, ара. Вот дай им потом в лое муала, да? Поносить? Не. Машьян мудари за лое бо. Хете дупа. Короче. На прокат. На прокат дал ему рацию, он ее вот так бросил, короче. Евро 50 в день, короче. Это 5 евро сегодня, наверное, будет. Надо будет воду же еще, короче. Короче, все. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Вам это подписаться, там, комментарии, ерунда. А для меня стимул для новых работ, для новых видео. Ну, как для всех. Вот такие дела. Всем удачи, всем всего хорошего. Ассаламу алейкум.